Друзья, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Ольга Быстрова и предлагаю вам расклад на неделю с 16 по 22 сентября для близнецов. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов. Карта Таро покажет шансы в каждой из сфер. И нижняя карта Таро покажет, как действовать максимально успешно, даст совет. И в конце я выложу карту цыганскую из цыганской колоды для того, чтобы прояснить ситуацию. Итак, первая карта. Какие шансы в отношениях у близнецов на этой неделе? И выпадает паж пентаклей. О чем может говорить эта карта для тех близнецов, которые находятся в отношениях, которые в браке? Карта говорит о том, что нужно работать над отношениями. Человек, который рядом с вами, он совершенно отличается от вас, да, и нужно понять, чего же он хочет, нужно понять его вкусы, предпочтения, и тогда уже действовать, да, то есть нужно именно то предлагать человеку, что он любит, что ему нравится. И карта как раз об этом говорит. Но самое главное здесь не зацикливаться лишь на чем-то материальном, на каких-то удобствах, да, для своего любимого человека, на еде, там, сексе и так далее. Да? То есть не нужно забывать, что это всего лишь на первых порах хорошо, да, а дальше уже нужно углублять отношения. Рыцарь мечей предлагает решение, как лучше всего в отношениях в паре, да, использовать свою энергию. Вот карты советуют избегать холодности какой-то, строгости, не спорить по пустякам, каких-то конфликтов не создавать, желательно не ревновать. Вот иначе вы не сможете себя контролировать, да, может, скандал произойти. Если все-таки человек, ваш близкий, ведет себя необдуманно, нужно все-таки стараться его понять, стараться простить, хоть вам и трудно это будет на этой неделе. Давайте посмотрим, что же скажет цыганская колода карт. Посмотрим, что они посоветуют для тех близнецов, которые находятся в паре. И выпадает семерка червовая. Она говорит о том, что, может быть, на этой неделе к вам в дом придут родственники. Может быть, праздник какой-то будет. Может быть, просто каким-то образом встретитесь с теми родственниками, которых давно не видели. Может быть, вы своему партнеру назначите свидание. Может быть, подарок какой-то от сердца решите подарить. И вообще по этой карте очень хорошо договариваться о перемирии, да, то есть у вас, допустим, одна карта рыцарь мечей, а другая паж пентаклей. Это говорит о том, что один из вас очень умный, да, он блещет интеллектом, он любит информацию различную, да, ну и проговаривать, конечно, любит ее своему партнеру, а другой практичный. И вам кажется, что только вы правильные, да, вот вам лучше, конечно, научиться понимать своего партнера и идти на уступки. Вот об этом говорит семерка червовая. Если вы близнецы в поиске партнера, то тогда на этой неделе вам тоже может повезти. Вам рекомендуется действовать, вам рекомендуется проявить активность. Скорее всего, даже вас, может быть, и познакомит кто-то из близких или из друзей с человеком, который вот может стать вашим партнером в будущем. Но все-таки все равно вам придется проявить ответственность, независимо от того, мужчина вы или женщина. Скорее всего, вам придется завязать разговор, да, или, может быть, найти какие-то точки соприкосновения, там, интересы, для того, чтобы, может быть, о встрече какой-то договориться. То есть это может быть не явное, да, приглашение на свидание, но просто
возможность еще раз увидеться, встретиться, да, и тогда у вас, может быть, завяжутся отношения. Тот человек, которого вы можете встретить на этой неделе, он, скорее всего, очень такой практичный, он прочно стоит на ногах, он очень любит трудиться, да, он любит вкладываться в свое дело, и, может быть, он любит прям свое дело, да, счастлив им заниматься. С такими людьми, в принципе, всегда интересно. Они увлечены, у них глаза горят, когда они говорят о своем деле. И очень хорошо было бы, если бы ваши интересы сходились. А тогда бы вам очень было бы вместе интересно. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет цыганские карты. Какая у вас выйдет карта для тех, кто только еще ищет своего партнера. Так, и выпадает вам туз крестовый или туз трефовый. О чем говорит эта карта для тех, кто ищет своего партнера? Нужно решать проблемы своего одиночества через поступки. То есть еще раз, да, подтверждает эта карта уже сказанное, что вам нужно проявлять инициативу, да, поступки совершать. Но еще и есть такой совет работать над своим характером. Возможно, вы иногда бываете резкие, возможно, бываете критичные. Может быть, иногда вы можете быть меркантильны, да, как-то с расчетом подходить к выбору партнера. То есть карта говорит о том, что вам нужно еще поработать над собой, чтобы, если вы хотите, чтобы вам достался человек, да, партнер, который, ну, действительно, которого вы хотите, то есть о котором мечтаете. Вам немножечко нужно себя подогнать под эти мерки для того, чтобы, ну, вы человеку соответствовали, то есть подобное к подобному. То есть легко не будет, эта карта говорит. Придется потрудиться, придется над собой поработать, придется проявить инициативу, да, может быть, как-то постараться не отпустить человека, да, то есть, может быть, он как-то проявит нерешительность или стеснительность или еще что-то такое, да, и вы должны как-то таким ненавязчивым путем, но очень быстро сориентироваться, да, и сделать так, чтобы вы еще могли встретиться в дальнейшем. И, возможно, ваши отношения будут продолжены. Теперь для сферы работы выпадает карта семерка жезлов. И если мы будем говорить о тех, кто уже имеет работу, кто стабильно работает, у кого свое дело, возможно, эта карта говорит о том, что вы должны на этой неделе отстаивать свои позиции. Вот как бы вы ни хотели отказаться от этого, да, может быть, от борьбы, может быть, будет какая-то острая ситуация на работе, да, вот все равно карта говорит, что нужно бороться. Кроме того, эта карта говорит о том, что вам лучше работать с единомышленниками, над какими-то индивидуальными проектами лучше работать. И при этом обязательно верить в себя, верить в свои силы, знать, что вы преодолеете любые препятствия. Эта карта, кстати, говорит о том, что желательно еще развивать свои профессиональные навыки. Нужно учиться обязательно. Может быть, вам на этой неделе стоит принять участие в каких-то конкурсах, соревнованиях. Может быть, защита чего-то, проекта какого-то, да? Может быть, собрания какие-то. Вот готовьтесь в этом участвовать, это вам на пользу пойдет. И еще эта карта говорит о том, что нужно быть готовым меняться самим и менять свои планы. В любом случае, если вы предпримете озвученные шаги, да, вы победите обязательно. То есть обязательно будет победа на вашей стороне. И как решать вопросы работы, подскажет карта суд. Она говорит, что вам нужно работать по призванию, вам нужно соглашаться на работу за границей, если вдруг вам выпадет такая возможность, если вам поступит такое предложение.
А может быть, по этой карте еще и стоит возвратиться к старым проектам, которые вот какое-то время застаивались, да, не могли двигаться. Вот после долгого застоя дела могут повернуться к лучшему. По этой карте вот уйдут какие-то обязанности, которые останавливали ваше развитие. А можно, кстати, по этой карте и новое дело начать. Не просто дело, да, а дело с какой-то высокой миссией. И знаете, о вас даже будут говорить, скорее всего. Хорошо бы рекламой заняться тоже на этой неделе, саморекламой, продвижением себя, своих талантов, своего творчества. Давайте посмотрим, что скажет цыганская колода тем, кто стабильно занят своим делом, работой. И выпадает для вас десятка червовая. О чем эта карта говорит? О том, что вы на правильном пути. Вы правильно действуете, вы идете в верном направлении к состоятельности, к обеспеченности. Вы можете получить доходы, наконец-то, от любимого дела. Может быть, даже это семейное дело какое-то. Но в любом случае, эта карта говорит о том, что вы идете в правильном направлении. Все ваши действия, они окупятся затем доходами от вашей работы. И если у вас была такая мысль насчет совместного семейного дела, вот на этой неделе стоит попробовать. Теперь, что карты говорят тем из близнецов, кто ищет работу? Вы должны действовать, вы должны принимать участие в различных конкурсах, да, где вот, может быть, на вакансии, да. Не бойтесь, подавайте ваше резюме, можете сами встречаться с руководителями. Обязательно верьте в свои силы, обязательно будьте, как бы достойно представляйте себя, показывайте свои навыки, опыт, говорите об этом смело и прямо. Будьте готовы быть гибкими. Допустим, если вы имеете опыт в одном направлении, а вам предлагают другое, но для этого нужно учиться, соглашайтесь. То есть вы, в принципе, все, что сегодня все, что на этой неделе вам предложат, все вам на пользу. Соглашайтесь, это для вас на благо. Кроме того, на этой неделе может прийти работа по призванию, да, по суду. Может прийти работа, может быть, в другом городе или за границей. Опять же, соглашайтесь, все вам к лучшему. И вы очень многого добьетесь в этой деятельности. Она будет, конечно же, вам и доход приносить, да, она поможет вам развить и проявить все свои качества и таланты. То есть очень хороший вариант на этой неделе. Самое главное, не оставаться в тени. Показывайте свое лицо, показывайте свои таланты, навыки, опыт. Все должно быть представлено явно, да, ничего не прячьте. Давайте посмотрим, что скажут цыганские карты для тех, кто ищет работу. Какой совет они дадут? И выпадает девятка бубновая. Очень хорошая карта, говорит о том, что к вам придут деньги, не баснословные, конечно, не огромные, но очень хорошие, такой, знаете, вот достаток придет. По этой карте придет почет, придут награды, в общем, какие-то заслуженные результаты. Видимо, вы уже раньше постарались, да, для того, чтобы вот сейчас вам так везло. То есть прекрасное время для того, чтобы вы нашли работу, проявили себя, улучшили свою жизнь во всех аспектах. Следующая карта. Девятка мечей для сферы финансов. Но здесь, конечно, нужно проявлять осторожность. Почему-то вы волнуетесь из-за денег, из-за своих. Может быть, у вас какие-то долги,
Или, может быть, вам нужна отсрочка для платежей ваших. И вообще по этой карте могут быть даже обманы какие-то вот в денежной сфере. Будьте внимательны. Обращайте внимание на все, что вам говорят, обещают, да, все проверяйте, любую информацию, не доверяйте так уж всему. И вот рядом, как решение вашего вопроса в финансах, колесница. Что вам поможет? Вам поможет настрой на победу. Вам поможет вот энергичное действие. То есть начинайте действовать энергично. Если вы сейчас вступите именно вот в эту деятельность, да, если вы не будете как бы поддаваться вот этим всем волнениям и расстройствам, если вы будете энергично действовать, скоро ваше материальное положение улучшится. И причем даже, возможно, быстрее, чем вы думаете. Возможно, причина такого положения, которое сейчас создалось, это, видимо, какое-то желание такого престижа, да, вот вы хотите выглядеть в глазах других людей очень, может быть, обеспеченным человеком, да, и поэтому слишком много тратили для того, чтобы вот поддержать вот этот престиж. Может быть, вы желали роскоши, да, и вот вы непосредством, видимо, жили последнее время, и поэтому сейчас попали в такую ситуацию. Давайте посмотрим, что скажут карты цыганские, как же нам решить этот вопрос в финансах. Какая будет подсказка? Так, и выпадает шестерка крестовая. Ну, еще одно подтверждение верхней карты. Девятки мечей. Так, ну что можно сказать? Если вы запланировали поездку какую-то по поводу финансов, может быть, заключение договора или еще какие-то у вас поездки по поводу финансов, денег, лучше отложите. Не принесет она вам никакого желаемого успеха, будет лишь пустая трата времени и сил. Вы опоздали, вот что-то вы отложили слишком надолго, вот какой-то проект, который касался денег, или, может быть, какое-то соглашение, да, то есть что-то касающееся работы, заработка и финансов было у вас в планах, была, возможно, запланирована встреча, поездка или еще что-то такое. Уже сейчас вы упустили момент, поздно. Даже если вы сейчас поторопитесь, да, вот именно с этим делом, то уже не успеете все равно ничего наладить, исправить. То есть уже не нужно, зря не тратьте ни время, ни деньги, ни силы. Вот просто теперь вкладывайтесь в ваши финансы, то есть старайтесь заработать и не тратьте лишнего. Если есть долги, нужно, конечно же, сначала на долги, да, поработать, чтобы избавиться от них, чтобы не было никаких у вас долгов. И, конечно же, сами не обманывайте тоже в финансах, потому что тогда ваше положение еще долго не выправится финансовое. То есть здесь вот как бы честность обязательно. И смотрите, чтобы вас, конечно, тоже никто не обманул. Что можно сказать в общем по вашему раскладу, дорогие близнецы, на эту неделю? Но какое-то время борьбы для вас наступило. Дисбаланс буквально во всех сферах вашей жизни. И везде надо успеть, да, и везде нужно как бы вовремя быть. И отчаиваться нельзя, нужно держаться, да, нужно быть на коне, нужно верить в себя. И тело нужно укреплять, потому что у вас здесь все думы, все чаяния о работе, да, о деньгах, о каком-то благополучии, да, и очень мало внимания вы уделяете себе, своему отдыху. Вам нужно зарядиться энергией. Вам нужно вот в выходные дни хотя бы, да, побывать на природе, набраться солнца, тепла,
Нужно, чтобы все мысли о делах, о деньгах выветрились просто из вашей головы для того, чтобы вот этот баланс энергии восстановить. В принципе, у вас хорошие очень перспективы, дорогие близнецы. Эта неделя просто неделя перемен, да, неделя борьбы. Но это бывает в жизни каждого человека. Желаю, чтобы у вас все получилось. Друзья, пусть самое лучшее сбудется из расклада. Желаю вам счастья и удачи. С вами была Ольга Быстрова. До новых встреч!